Шановныя слухачы, у эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе спектакль нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Смех лангусты» паводле п'есы Джона Маррела. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька, кампазітар Уладзімір Кур'ян, у ролі Сары Бернар, народная артыстка Рэспублікі Зінаіда Браварская, у ролі яе сакратара народны артыст Рэспублікі Беларусь Віктор Лебедзеў. Рэжысёр радыёверсіі спектакля, заслужаны артыст Рэспублікі Ігар Лапцінскі, рэдактар Анатоль Кудласевіч. Запіс 1996 года. Гучыць першая частка спектакля. C'était parfaitement. Je me chante, voilà. Навошта вы выйшлі сюды, мадам? У доме прахалода, утульныя пакоі, вам трэба тут на гэтай жароўні. Пиду. Поглядите лепей на море. И оно спокойное, молчит, як дитя, якое поставили у кут. Ветер так само стих, ничто не воркнется ли. Солнце, боже мой, як оно пече. Принесите мой парасон. Мадам, вам лепей вернуться в дом. Доктор Моро кажа, что при вашем стане здоровья варто быть больше осторожной, мадам. Я прошу без повучанняў. Парасон. Слухаюся, мадам. Трэба нешта рабіць, нешта абавязкова, нешта трэба рабіць. Гэты вогненны шар, урэшце рэшт, усіх нас папяліць, потым сам ператворыцца ў попел. Калі-небудзь. Што? Чаму? Хіба я гэта просила? Мадам, по-моему, нет. Я просила парасон. Я помираю от спёки, сохну. Я уже высохла, як сахар. У вас горячка, мадам. Не, Пету, у нас солнце, Пету, солнце. Навошта вы вышли сюда? Доктор Моро не раю, мадам. У вас может пачаться галлюцинация. Не, у меня не может пачаться ни галлюцинация. Лихоманка. У меня не может пачаться лихоманка. У меня ніколі в житті не было лихоманки. Все починается спочатку, маленькая температура, потом тяжко дыхать, харканье кровёй, давление, истерия. Спынитесь, что такое, что вы себе дозволяете? Мадам, видать, вы хотели сказать петух. А чему вы забыли меня попередить, что мне нельзя сидеть на солнце? Зусім не тое, я хотела сказать іншае. Я хотела сказать, Пету. А не пошли бы зараз? Мадам. Что? За парасона? Парасон? Один момент, мадам. И за граммофоном.
Грамофоном? Так, за грамофоном. Музыка, крыхут, бадёрць. Мадам, грамофон, это ж ход над морского поветра, механизм и ржавеет. Грамофон. Слухаюсь, Грамофон и парасон. Слухаю, мадам. Невыносны балбатун. До апошніх дзён ён будзе павучаць мяне, паступова губляючы валасы і сыдзе ў магілу, лысы, як яйка, а мне трэба працаваць. Мне неабходна працаваць, нельга сядзець на адным месцы дома цэлы дзень, без Пету! Принесите мой дённик, мы будем протягивать работу. Вечно он недзе знікае. О, нарэшце з'явіўся. Піту, прыбярыце гэтыя паперы. Тише. Не разумею, мадам. Піту, вы прибрали паперы. Не. А чему? Я не ведаю, что вам трэба, мадам. Я наогул ничего не разумею. Это я разумею, что вы ничего не разумеете, але... А где парасон? И что? Я просила парасон. Вы просили граммофон. И парасон. Ну, я не памятаю. Тише. Спынитесь, поглядите уважливо сюда. Ходите вот сюда. Да. Поглядите на эту папку. Я тут написала род. Я письменный, мадам. Ну, правильно, вы письменный. Что это означает? Род, родичи, вы так 4-ю папку подписываете. Правильно. Значит так, возьмите эту папку, отнесите туда, а сюда принесите мой дённик. Мы будем протягивать работу. Что, синюю папку? Так, синюю папку с кветочками. Слухаюсь, мадам. И парасон. Что? И парасон. Что, мадам будет тут працавать? Так, мадам будет тут працавать. Ага, значит, граммофон не треба. Ну, перестаньте, проваливайте. Что за... Стоп. Куда вы пошли? У дом, мадам. А чему? Ну, вы же сами сказали, проваливайте петух. Добре, а что еще я сказала? Я сказала, принесите мне мой дённик с мациёлою. С кветочками петух. Что у вас в руце? Ничего. Не, у левой. Вот. Наши черновики. Что там написано? Мне сдается, мадам, что одного парасона мало, как застраховать вас от нервового расстройства або от расстройства стравника, мадам. У доме прохолодно, у тульной покоя, їм треба тут на жаровні. Хлопчука і потребує, сама не ведает. Боже мой, Вот. Я все принес. Мадам. Бачу. Вы хотели працаваць? Я працую уже. Я вспоминаю свою мать. Мать вашу. Моя мать, Юдит Ван Харт. Яна была дочкой голландского еврея. И он рабіў мэблю, соломы. А мамочка была с гонором. И у 20 годов яна уже и француженка, и католичка. Ну, это у нас есть. Яна могла мне покинуть только прихожусь и добрые манеры. Я этого не унаследовала. Если родичи, тут записано все. Яна сапраўды была подобна на букет фіялак, на букетик фіялак. На жаль, гэты букет так часто пераходзіў з рук у руки, што хутка страціў свежасць. Вы гэта записали? Так, записал. Яна сапраўды, яна была подобна на букет фіялак.
загорнуты ў папіросную паперу, а фіялкі так цудоўна пахнуць, і калі яны вянуць, пах іх становіцца яшчэ больш моцным, і папіросная папера, и папиросная папера. Господи, боже мой, что такое Папиросная папера. Где парасон? Что? Где парасон? Я просила. Где парасон? Мадам, у доме? У доме. А он повинен быть тут. Разумеете? Навошта? Боже мой, что? Что такое? Что с вами? Петух, пробачьте, вам не горячо? Горячо, мадам, тут же вельми горячо. Ой, чудовно, тоді, давай, ну, зараз же принять, ой, что такое, боже мой, что такое, боже мой. Я сказал, коли б мадам згодилася пайсці ў дом, нам было б легчей працаваць. У дом трэба, мадам. Хвилиночку, моя мать была, боже мой. Я записал, папиросная папера. Моя мать, успокойтесь, моя мать была, вы только не хвалюйтесь, я зараз все вспомню, моя мать, Папиросная папера. Не працуется. Не працуется. Но мама Голландия, папиросная папера, не вяжется, это же все не вяжется. Правильно, не вяжется ничего. Вот тут у меня пустота. Ничего не помню. Ничего. Мадам, протягнем нашу работу завтра, а зараз у дом, мадам, у дом. Что вы сказали? Завтра? Завтра? Это значит, что вас зусім не хвалюють мои мемуары. Ну, что вы, мадам, я это не хвалюсь. Это ж моя идея. Что? Ваша идея. Ясно. Пету, вы моя мать. Кто? Вы моя мать, и мы будем зараз импровизовать. Это вельми мне допоможе. Вы будете бурчать, лаяться, хныкать. Это не тяжко, вы все это умеете. Не, мадам, что вы, я не артист, я не могу, мадам. Не, я не могу, мадам. Я тогда одразу все вспомню. Мадам, я не могу быть вашей матью, я не артист, я не могу этого. Пету, куда вы? Пету. Мадам, у нашем договоре немає такого пункту, який обов'язує мене перетворитися у ваших родичів. Пету, что такое? Значит, вы мне отправляете. Мадам, ну добре. Я згодний, добре, я мама. Мамочка. Який період берем? Почекайте, зараз я подумаю. Мне 27. Ого, полсотні їх не було ще Одну ровно. хвилиночку, почекайте. Все. Що? І зараз починаємо? Зараз ми починаємо тільки так, уважливо слухайте. Спочатку ремарка. Это ведомая артистка Сара Бернар живе в Париже на левом березе Сены у доме князя Рыделинь со своим маленьким сыном Марисом. Мама, а где Марис? А где моя малышка? А где моя Любая? Ён посягнув доктора Маруа
ловить лангустов. Ну я не могу, я сказал, мадам, я не артист, я не могу этого робить. Я вам сказала, что это не так. Давайте сюда. Давайте. По-перше, вы повинны быть придирливыми до меня. Вы повинны бурчать, лаяться, хныкать. Одним словом, вы повинны робить все то, что вы робите литерально штодня. Але, мадам. Тише. Слухайте далее. Вы одна з самых пригожих, самых знакомитых жанчын Парижа. Про вас ведае вся Франция. Вы досягнули багацця і павагі, літаральна, з дапамогай вялікіх людзей, якія ў вашай прысутнасці заўсёды адчувалі сябе сапраўднымі мужчынамі. Ой, мадам, я не могу быть женщиной. Не быть? Что вы, петух? Это не быть, а это такая игра. Вы разумеете, гэта игра, але яна адразу мне дапаможа ўсё вспомнить под гэтым дзіўным солнцем и без парасона. Парасон, один момент. Я зараз парасон, я зараз, мадам. Ой, что-то... Петух, что с вами? Что с вами? Не будем бунтовать. Не будем. Не будем, мадам. Не мадам, а мадемуазель, дочка, дочка. Не будем, дочушка. Так, мамочка, одну хвилиночку, спокойно. Вот сидите, только не ворушитесь. Стоп. Вот, это я вам капелюш. Мадам, что? Одну хвилиночку, зробите декольте. Так. Вот это перекидывай. Вот так, зробите декольте. О, цудовно. Добре, я зараз погляджу, як это выглядае збоку. О, ну все. Давайте гэты веер, ён мне больш патрэбны. Петух, Мадемуазель, вам 27 годов. Час кинуть театр и шукать занятых больш пристойных. Треба помнить про свою отказ. просто так. Ну так вы же не сбивайте меня. Я не сбиваю, не буду. Мамочка, а вы ведаете, что отказность я завсёды адчуваю толькі перед самой собой. Толькі перед собой. Только перед собой, неужо? А у 27 годов и так ничего не разуметь. А дитя? О, мамочка, я отказываю так само и за Мариса, и за князя Энри. Князь Энри? И ты уявляешь, что до снехали Марису свое имя? Ён кахае мяне, мама. Скажите, какая, які высокородный учинок? Какая? Высокородный учинок. А яким чином яшчэ до тебе подобраться? Ось убачиш, что ён запіехалі, его бацькі гэтай шчаслівай, забяспечаныя арыстакраты, даведаюцца, хто залез у іх княжеский рог. Боже мой, ну выдатно. Просто, а теперь я особисто зробила для тебя все, что я могла. Давайте. Я ніколи ні в чим тебе не отмовляла. Я зробила все, что я могла. Не, мамочка, что вы говорите? Вы завсёды больше любили Жанну. Вы пестили ее, як только вы могли, вы ни в чем ее не отмовляли. Чому б і ні? Жанна сапраўдны анёл, крыху нервовая, але безмежна отданная дочка. Браво, малайчина, браво. Но мне можно протягивать. Протягивайте, коли ласка. Мадемуазель, это несумленно так себя поводите. Вы николи не слухаетесь. Вы меня доведете до сердечного приступа. Вы кидаетесь у разные боки. О, мамочка, я разумею, вы хотите з мяне і з Жанны зрабіць на вас подобных цудоўных копий цудоўной мамочки. Да як ты
Як ты можешь, паршивка, так со мной говорить, ты завсёды была вар'ятка, вечно эти твои идиотские фантазии. Мама, покутай, мама знаходит для дочки добрых поклонников, а это не так легко при твоей, будем право говоря, ой, пробачьте, мадам. Вы знаходили добрых поклонников. Урачи жанчыны моего взросту раюць выключить алкоголь, не захапляться солодким, не робить резких рухов, а тем словом берегчи здоровье. А мой врач рекомендовал мне подбирать старейшей дочки. Так, молодчина, натурально меня это хвалявала. Давайте. Натурально мне это не радовало. Я ж мать, я бачила, как моя дочка отбивается от друга. Это надокучливое и поступленное створение с неприемным носом, чем ее вина. При этом у моей дочки начинается сквапность. Не сквапность. Сквапность до пешоты, мужчинской пешоты. Да мужчинской пешоты, мужчина. Натурально. Проведенные в театре годы дали свои плоды. Это же богема. Больше того. Псуючи себе життя, я старалася субсовать его Жанне, маленькой Жанне, моему маленькому анёлу. Почекайте, хвилиночку. Я сказал, я не могу, мадам, я не артист, я не могу. Покладите веер. Слухайте. Все кружится. Все кружится. Управа-влево. Я ничего не могу разглядеть. Это так говорила мне моя сестра Жанна. А я ведала, что яна пьяная. Зраницы пьяная ты примучила яе, ты потягнула яе на гэтые вар'яцкие гастроли. Твой театр притон, это так говорила мне моя маці. Але я не примушала Жанну пить. Так, я взяла ее на гастроли, дала ей несколько маленьких роляў. Публика яе не заўважила, яе заўважили мужчины, а яна не сопротивлялась. Як я ненавидела яе. С самого дзяцінства яна заўсёды была центром семьи. Ёй наладживали веселые каникулы, засыпали подарунками, все ёй. А я копала землю своим носом, я караскалась, я чаплялась за маленький шанс, я хотела застаться в консерватории. А моя мать і яе чарговы кавалер смяяліся з мяне. Ну, безумоўна, я ведаю. Я разумею, што Жанна, яна вельмі прыгожая, у яе прыгожы рот, нос, шыкоўныя валасы, а ў мяне нічога, у мяне, может быть, толькі вочы, ўсё астатняе я павінна была выдумляць. Я не згодны, мадам. А публіка, яна заўсёды патрабуе прыгажосці, крыху розуму и ослепляльной усмешки. А между іншим, розум зусім и не обовязково. Вы ухиляетесь, мадам. Я ніколи не ухилялась. Я все свое життя отдавала театру. Все життя. Мама, почекайте, мама, а что я отдавала театру? Мама, скажите. Так а кто я теперь? Скажите, что я отдавала театру? Выпету. Зараз выпету. Что там это у нас записано? Знайдите, коли ласка. Это там записано. Да. Вот. Что я отдавала театру? Больше, як 50 годов я отдавала народу усю страсть своей души, кожный удар сердца. Я сыграла. Не, я прожила больше, як 120 ролей. И во всех выкладывалася до конца. Стоп. Это никуда не варто, Пету. Что вы робите из меня нечто на кшталт национального помника? Ну, я цитую, мадам, вот. Я вас цитую, это все у нас записано. Я терпеть не могу хвалиться. Ладно, будем лечить, что это
зігзаг. Маленькое адхіленне ў станоўчы бок. Значыць, зараз самы час нам поподорожнічаць. Ці ж не так? Дзе мы зараз, Петр? Вакуль еще дома, але час обедать. Не, почекайте, я не голодная. Я хочу есть, мадам. Не, боже мой, ну, добре, давайте тады зараз яшчэ раз паўторым ролю маці. Не, пасля обеду, толькі пасля обеду ў дом трэба, мадам. Вы ведаеце, на голодны страўнік у вас усё цудоўна атрымоўвалася. Вы былі вельмі падобны на маю маці. Правда? Апрача бруду на падварот. Вось і тут, і справа, і злева. Гэта, між іншым, гэта не ў характары маёй мамы. Не ў характары. Значит так, давайте будем протягивать. Таким чином, моя маці говорить мне. Мадам, вам уже 27 годов. Это серьезный возраст. Мама, мне 11. Як 11? Не, мадам, вам ніколи не было 11. Было. У наших записах не было. Вам не было. Было, мамочка. Гэта ў цябе ўзрост ніколі не мяняўся. Такім чынам мы стаім ля шэрай сцяны. Ты привезла мяне ў манастыр Гран-Шамп. Табе вельмі важна навучыць мяне вядзенню хатняй гаспадаркі, а на самой справе ты просто хочаш збавіцца ад мяне, таму што цябе раздражняюць мае дрэнныя манеры. Я люблю шчыпацца, шчыпаць, асабліва твоих джентльменаў. Між іншым, месцы я адшукваю беспамылкова, самые адчувальныя, а ты злуешся, ты вельмі любіш злабацца, ты злуешся і заўсёды на мяне, а цяпер ты будзеш вольны, ты пакідаеш мяне ў манастыры, а сама едзеш некуды, далёка, у вялізнай чорнай карэце, уздоўж сцяны, уздоўж бясконцых шэрых дрэў, якія знікаюць на шэрым гарызонце. А я стаю і плачу. Мадам. Вы павінны мяне супакоіць, Петух. Мадам, вы ж самі сказали, я поехала у вялізнай чорнай карэце, я поехала. Не, вы ўжо не маці. А хто я? Дитятка. Не, вы маці, толькі не тая. Вы святая маці. Гэтага толькі мне не хапала. Вы святая маці София, настоятельница монастыра. Пету, я хочу уявить себе размову со святой маці Софией. Я хочу яе адчуць, но я хочу яе пачуць. Мадам, я ніколі не был монашкой. Да не монашкой, не монашкой, а настоятельницей монастыра. Вы такая великая жанчына. Уся ў шэрым, з нізкім грудным голасам. Калі вы гаворыце са мной, кожнае слово ваше гучыць. Что, мадам, у меня это николи не отрымается. Что вы, мадам, особливо это. Я не могу, мадам. Я этого не смогу. Хвилиночку, у вас все отрымается. Так, накиньте шаль. Все, накиньте шаль. Я не могу быть мужчиной. Ну что уже, занос в монастыре. Ну, портовник, поштальон. Ну что вы, боже мой. Зусім святы выгляд. Сама пристойность, няма слова. А мама? Мама, Пету, поехала, як вы слушно зауважили, у вялізнай чорнай карэце. А цяпер вы будете говорить со мной. Разумеете, вы павінны зрабіць усё, каб я звярнула на вас увагу. Як? Ну, вот, допустим так. Допустим, я стою вот тут, вот, у гэтым куце вестибюля. Так. Я стою, я плачу.
Маці моя покинула мяне ў монастырі. Я плачу, яна поехала, у меня сердце разрывается. Велите, чёртый корыто. Вам 11 годов, вы плачете. Подойдите ко мне ближе. Что 11 годов? Ну что за манера, что за дурацкая манера? Чему вы завсёды кожную сцену починаете з узросту? З узросту мадемуазель Бернар, вам столько годов. Неужели вы не можете зразумець, что повинна адчуваць маленькая девчинка у 11 годов, калі она размаўляе со святой Маці Софіі? Ну подумайте, сярод моих знакомых не было. Мадам, сярод моих знакомых не было ніводнай монахи. Але уявіть. Як я могу уявить, коли не было ніводной монашки? Ну вы живете в театре, вы не можете не разуметь. Я прошу. Боже. Я не могу с вами, все. Я звор'ячею, все, хватит. С меня хватит. Что? Боже мой. Что такое, Петр? Вы отмовляетесь. Ну что ж, добрый, великий дякую. Значит, кинем усё, что мы зрабілі. І гэтыя рэцэнзіі, і гэтыя вырезки з газет, і усю рекламу, усё. Ну, я буду сидеть дома, спокойно, чакаць смерці, да яе, між іншым, недалёка. І няхай людзі гавораць пра Сару Бернар, усё, што яны захочуць. Няхай яны называюць яе мігерай, пачварай, без роду, без племени. Няхай. Я павінна адмовіцца ад сваёй мары, ад самой великой мары. Я так хотела рассказать людям правду про себя. Спынитесь, а вы, иду я к вам не соромно. Я Богом прошу. Все. Спынитесь. Я к вам... Даруйте, мадам, у меня был жахливый тыдзень. Мои нырки. Ваши нырки. Ну, что мы можем зрабіць з вашими нырками? Никто ничего не может, и я, тем больше. Ладно. Ничего мне не треба. Я стомилась. Мадам, даруйте. Даруйте, я не хотел, дали Бог, правда, я не хотел, ну добрый, нехай. Я мать, я святая София. А вы... ничего. Великий дякую, але нічого не треба. Я б хотела зараз отрымать парасон. Что? Парасон. Солнце. Боже мой, як яно пяче. Эй, святила, хутка потухнеш. Праз трыльён гадоў, але ты все равно потухнешь, и ты ведаешь гэта, и ты хочешь отыграться на нас. Старая шлюха, так, старая шлюха, и ты можешь засмучаться, кольки тебе захочется, ничего у тебя с гэтага не атрымаецца, ничего. Мадам, может принести прохаладжального? Почекайте, прохаладжа. А что? Сапраўды, принесите, а я пока что посяджу и заплющу вочы. Это вельми важно.
уметь заплющить вочи. Я иду, мадам. Идите. Иду. Идите. Иду, мадам. Идите, Пету. Зараз мы поглядим. Так, мы поглядим, что тут. Ой, боже мой, что тут можно? Я годности. Реестр по алфавиту. И он хочет в одну литеру уместить все человечее житье. Так, почекаем. Так, это литера. Литера П. Литера П. Пету. Не Пету. Премьера. Премьера. 1874 год. Сара Бернар, играя Федру, критики у захопленні, публіка у екстазі. Так, это. 30 костричника 1869. Ой, Господи, боже мой, 69, доисторичный час, ледниковый период, а я уже была. Эй, светила! Погляди! 1869 год, а я была уже... Что ты кажешь? Что зараз? Я тебе скажу, великое светило, я скажу. Зараз мы гуляем с Пету, гуляем у дитячие гульни. Между іншим, ти так само завсёды гуляла з нами. Великое святило, ты хочешь завсёды мяне супакоіць, суцешыць. Вы все гэта хочаце, але мяне не суцешыць. Жыццё скончана. Жыццё, яно так само гуляла з нами. Вунь, колькі бруду навалила на нас, а мы все хочем адмыцца. Навошта? Перед апошнім спектаклем у драўлянай скрыні подрыв вяровак мы сыдзем со сцены, и не туды уверх, а вниз, у землю, зноў у бруд, и мы будем опускаться все ниже и ниже, а там, наверсе, про нас будут говорить добрые словы. Ах, гэтыя добрые словы. Поздно. Мы уже развучились жить. Тишиня. И только камяки земли с глухим шумом будут падать на века труны. 1, 2, 3, 4, 5. И все. La mer chante. Voilà. Et voici ce que dit. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Sur ma plage que de jeux, coquillages merveilleux, je vous aime.
живу Мадам, Мадам. Ой! Что с вами, мадам? Боже, что? Что такое? Что такое? Петух. Я принес ваш парасон. Парасон. Почекайте, а где... Что? Я... Прохолоджальное. Ой, мадам, забылся. Забылся. Цудовно. Ваша забыўлівасць, Петух, гэта таксама маё суцяшэнне. А я, Петух, я вспомнила премьеру у комедии француза Федра. Критики в захоплении, публика в экстазе. А что? Ой, что было? А что было им яшчэ рабіць? Спыніся, пастаяць хачу хвіліну. Канчаюцца і сілы, і цярпенне. Прамень раптоўны сонца аслепляе. Дрыжаць і падгінаюцца калені. О, сонце прамяністае цябе, як продка я і маці шанавалі. Ты чырваней і слухай мой расказ. Я на цябе гляджу в апошні... Ну что такое? Петух! Ну что такое? Вы не слухаете меня? Мадам, Федру я чув 100 разов. Между прочим, вы могли б зауважить, что я каждый раз играю по-новому. Мадам, ведай мою думку про классиков. Корнель, Расин. Это все не для нормальных людей. Во всяком разе, не для сучасных. У их не жанчыны, а коронованные дамы. И они блеют, як козы. У судорогах кидаются под ноги мужчинам. И при этом еще обливаются потом. Вам кто-нибудь, коли-нибудь кинулся под ноги, скажите. Никто. Боже мой. И я гоноруся гэтым, мадам. Боже мой, это значит, что вы николи в своем житті не взрывались от страсти, коли губляешь голову и готовы сгубить все остатнее. Про что это вы, мадам? Я про то, что однойче, Петух, однойче вы были закоханы, вы сами мне про это проговорились. Ну, однойче так. Ну, вот, бачите, ну и что, и як? Что як? Ну, чим гэта все скончылася, до якой стадии вы дошли? Я не дошел, мадам. Боже мой, что такое? Я не дошел. Не, расскажите, это вельми важно, но что было далей? Мадам, это вельми особистое, вельми. И мне не емко. Я прошу вас, мадам, не треба,
это вельми асабістае. Гэта вельмі нават ёмка. Я уважліва слухаю вас. Рассказывайте. Все, ну, давайте. Як яе звали, скажите. Ну, смелей. Ну, добре, мадам. Это Лизет. Лиз. Боже, якое цудоўнае імя. Лиз. Ну и что? Я поважаў яе. І яна мяне кахала. Яна казала, кахаю цябе. Боже мой, як гэта цудоўна. І значит, вы тады вырашылі пажаніцца? У кастрычніку. О, гэта выдатная пора. Ідэальны месяц для вяселля. Ну, і ўзрост. І мне было тады ўжо 25 гадоў. 25 гадоў, гэта самы час. Значит, вы вырашылі узяцца за розум, хопіць выпадковых сустрэч. Да, что, мадам, я был невинный. Что вы, Петух, 25 годов, это звар'яце за 2 Ну, можна. я выховывался не у театра. Ой, ну, перестаньте, ну, пробачьте, я не улічила. Ну, давайте, далі, рассказывайте. Яе бацькі поважали Так. мяне. Так. И мои бацькі поважали яе. Ну, цікаво, далей. Значит, вы вырашили, все было в порядку? Так, и я ж так думал. Але высветлилася одна околичность, мадам. Боже мой, якая? У нас были разные погляды. На что? Ну, на життя. На життя, як цікаво. У чим же ви не сійшлися, скажіть? Чакать чи не чакать? Чакать, чого чакать? Ну, мадам, дня веселья. Разумею, вы были вельмі гарачыя, вы патрабавалі яе неадкладна. Не, яна патрабавала. Яна казала, што нічога страшнага не здарыцца, калі ашукаць царкву ўсяго на некалькі дзён. Правильно, я таксама гэтак лічу, што нічога страшнага не здарыцца. Аднойчы бацькі паехалі за горад. Ага. Яна прыкінулася хворай. Яна ж ведала, што я павінен быў прыйсці. Яна сустрэла мяне ля дзвярэй, узяла за руку и привела у спальню прямо до ложка. И вы лягли. Ну, что, вот я сел, я одразу здогадался, чего она хочет. Я же не дура, еще моя мать сказала, что до веселья ни у яким разе. Пету, а яна? А яна казала, які ты наивный, Жорж. Ну, все, мадам, все. Стоп. Не, гэта ж самое цікавае, ну, рассказывайте. Я вас уважліва слухаю. Мадам, ну, добра. Далей яна сказала, Жорж, давай уладкуемся больш зручна. Ну, гэта ж глупство нейкае зручна. Мне и так зручна. Я себе сижу. А яна? Яна пачала смеяться. Боже мой, яна смеялася. Гэта пакута, гэта страшэнная пакута. Не, смеяться яна перестала. Але, ведаеце, мне сапраўды стало неяк незручна. Ну, и я устал. Так. Пасля гэтага мы бачыліся толькі один раз. Яна сказала, Жорж, калі ўсе мужчыны такія, я наогул не бачу сэнсу у замужжы. И все. Зараз яна ілюструе дзіцячыя казкі. Боже мой, якая цудоўная, якая хвалюючая гісторыя двух сапраўдных людзей. Вы так думаете? Так, я менавіта гэтак думаю, тому что свет Пету у самым широкім сэнсе гэтага слова вельмі часто праходзіць міма найтанчэйшых нюансаў чалавечых пачуццяў, а менавіта на іх, на гэтых пачуццях і трымаецца жыццё. Боже мой, як я гэта адчуваю сваім хворым жаночым сэрцам.
что такое? Что? Солнце! Солнце! Заходит. Мадам, ну кожный вечер заходит. Правильно, яно заходит кожный вечер у мора, это для нас, а для некого яно ізноў заходит у той же самый час, подумайте, точно. У дом трэба ісці, у дом, мадам. Ой, полова свету заўсёды спіць, а я не сплю, Что, дать и таблетку? солнце не спіць. Дать таблетку, мадам. Не, я зараз не засну, пакуль мы не зробім усяго таго, што мы на сёння запланавалі. Давайте. Федру цяпер? Не, Америка! Пыл и доллары. Вечерать трэба, мадам. Нью-Йорк, Вирджиния, Калифорния, индейцы, дороги, туннели, мосты, американский тягник. Ночь мы імчимся, моя трупа спіць, нават сястра Жанна спіць у абдымку з бутэлькай джина. Мой адміністратор, гэты жудасны містер Жорет, рыкнуў мне сваім грамавым голасам: «Все павінны адпачываць». Я зайшла ў купе, лягла. Не могу заснуть. Подошла до окна. Мелькают огни. Боже мой, малюсенькие мужчины на малюсеньких конях спыняются, каб поглядеть на тягник, на специальный тягник, які везе трупу Сары Бернар Осала. О, hello, Сара Бернар, Сара Бернар, боже мой, это же все было, это было. А Маргарита Готье, дама с камелиями, як яны любяць глядзець, як памірае гэтая жанчына, і кожны вечар яны прыходзяць у тэатр, запаўняюць глядзельную залу, яны хвалююцца, плачуць, апладыруюць, хвалююцца, крычаць: «Браво, браво, браво!» Амерыканцы. Сапраўды, калі хворая, бледная Маргарита адыходзіла ў лепшы свет, вакол яе было мноства сведкаў. О, Арман! Петух, идите сюда. Вы Арман? О, Арман, як гэта хороша, што вы прыйшлі. Вы зразумееце мяне, Я себя так адчуваю цудоўна, у мяне нічога не баліць, паміраць зусім не цяжка, у мяне нічога не баліць, мне так Арман! Что? Говорить? Хай пошле вам Бог спокой, дорогая Маргарита. Хай даруется вам усё за то, что вы так много любили. Заслона. Боже мой, як хутка ляціць час. Утякаю, зникаю, збягаю. Утякаю, зникаю. Вы мистер Жорет. Мистер Жорет, мистер Эдуард Жорет, мой постоянный американский импрессионист. О, стоп! О, Господи, Боже мой. Что ты осторожнее. Одну хвилиночку. А где мы зараз? Ночь, вечер, что такое? Ясно. Тягник спынился неделя Детройта. Дорогу загородил статок коров. Яны лягли отпочивать на рейках. Коровы, а может это быки, мадам? Нет, Максима, идите туда. Вы, мистер Жорет, вы мой постоянный американский импресарио, постоянный на все житё. Але, мадам. Значит так,
Таким чином, мистер Жорет с цигарой у зубах, грукай у двери моего купе. Я отпочиваю. Вы чуете, то, что я сказала? Да. Мистер Жорет грукай у двери моего купе. Одну хвилину, мадам, я не... Зараз, так. Грукай, я чую, як він грукає. Хто там? Прошу. Это я, мисс Бернар Жорет. Мистер Жорет, я уже сплю, разумеете? Отчините, мадам, я что обмерковать. И не подумаю, вы примушаете мне працевать и працевать, я стомилась, мне треба отпочивать. Спокойной ночи, мистер Жорет. Ну я себе хочу приемник снова. Стоп. Что вы? Петух, иди сюда. Что такое? А что? Мистер Жорет повинен поговорить со мной менавіта гэтай ночью. Ну так вы же его прогнали. Ну, я его прогнала. А мистер Жорет не з тих, хто отступає, як мямля. Ён буде кричать, як п'яний мужик. І ён проб'є собі дорогу у моє купе. Давайте, пробивайте! Як я буду пробивать, коли вы его прогнали? Зараз я вам покажу. Одну хвилиночку. Так. Вось гэта я, а гэта ён. Так. Ён уварваўся. Слухайте вы, ходить играть святую невинность. Я вам який-небудь там задрипаний актер их згоден. А мне плевать на вашу стому. Я не той хлопчик, якого можна уговорить прийти завтра. У меня не побрыкаешься. Мадам, Ну, теперь, вам ясно? Да не, что вы ясно, я так не могу. А что вы не можете? Ну, я не могу так размаўлять з вами. А не трэба, гэта ж не вы размаўляеце, гэта мистер Жорет размаўляе, такі стыль, самабытны самец. Між іншым, гэты выраз, гэта самае прыстойнае ў яго лексіконе. Да не, мадам, что вы, я не могу так говорить про это. Не, мадам. Ну, добра, ну что, тогда давайте что? Ну, мадам, а что, коли я замест усяго гэтага буду говорить нечто, абстрактное, мадам. Буду говорить нечто, например, трам-там-там-там. О, ну это нечто, давайте, трам-там-там. Вы, мадам. Так. Вы, мадам, вы... Ну, вы, кто вы? Вы слово скажите такое? Трам-там. Ну, вы трам-тарарам-там-там. И вы будете со мной трам-тарарам-там-там. И я трам-тарарам-там-там на вашу дому. Стоп, ух ты, який Отелло. Просто, такий темперамент. Ладно, ну давайте... Забудем про обаянность мистера Жорета, и вы будете говорить только то, что мог бы сказать мистер Жорет без непристойностью. Хотя без непристойностью это уже не Жорет. Стукайте, давайте. Увакуйте, мистер Жорет. Не верю. А откуда вы ведали, что это стукает мистер Жорет? Як это откуда? А по паху цигары. Значит так, вы не отхиляйтесь, я остановилась. Чего вы хотите? Чего я хочу? Чего я хочу? Я ведаю, вы про гроши. Да не, я про... Не, вы не про гроши, нет. Вы про мою живёдину. Я про... Нет, я ведаю. Мне сказали, что мой Жасмин, моя маленькая малпочка, прогрызла обивку вашей машине. Я думаю, что я ж не повинна отказывать за малпочку. Да я не проживёл. А про что ты, Маша, Маша, покиньте мое купе. Зараз же я прошу. Стоп. Ах так. Ну, тады сцеражыцеся, хто вам дазволіў умешвацца ў маё асабістае жыццё? Спачатку вы урываеце, як гэта адпавядае вашаму хвалёнаму англійскаму такту. А зараз вы збіраецеся гаварыць пра Жака.
Конечно, конечно. А что? Я хочу говорить про Жака. О, Бога. Вы не даете спокою моему мужу с самого початку гастролю. Я ему пообяцала, что он зробить карьеру у театра, а вы снова домовляете ему уголовные роли, вы принижаете его по якому праву. Вы может быть, наогул не любите греков, так? Мисс Бернар. Да. Это наше 4-е американское турне. Хоть бы и 5-е И подумали. каждый раз вы привозите с собой нового трамтама. Пардон, мужика. До речі, у їх завсюди чомусь і криві ноги, і волосаті груди. Чи ж я коли-небудь скардився? А ні в одного з їх ви не зробили своїм мужем. Я кохаю Жака, вы разумеете, это кохаю. Мисс Бернар, мы ехали сюда в этот чертов закуток. Неделя кохания, мы робим гроши, и это один, что нас тут тримає вас, коли можно так сказать, муж, ставить нашу справу под удар. Бог з ним, з його кривими ногами, это врешті-решт дотичиться тільки вас. А Леон у кожному спектаклі забыває текст, а мовчить, як баран, то починає нести нейкую лухту. Я розумію, наркотики до добра не доводять. Хто вам подкинул эту байку? Это відомо і так. Так ось, мисс Бернар, Ну-ну. покуль не поздно, садите его на перший пароход. У Франции знойдется больница, где за им приглядят. Что, мистер Жак? О, мисс Бернар! Ах, вы нахабник. Вы страшенный нахабник. Вы корыстаетесь уладой администратора и накидываетесь на пристойного человека, моего мужа. Вы нават не лічите потребным называть меня мадам Дамала. Публіка платить гроші за Сару Бернар. На них із Дамала їй трам-тарарам-там-там. Что? Так вот, отказывайте. Коли он проохватился до наркотиков. Кто вам дал право ганьбить моего мужа, джентльмена, европейца? Европейца, подонка, урешті-решт. По-моему, ведаете, по злостности вы уже переплюнули Жорета, пиду. Вась, мисс Бернар, я не буду терпеть его у трупе. Я не збираюся. И ніякий петух вам не допоможе. Так вот, отказывайте, коли он уберется отсюда. Трам-тарарам-там-там. А я не обязана вам отказывать. Я не обязана раскрывать вам свою душу. А мне плевать на вашу душу. За выключением тех моментов, коли вы вываливаете ее на сцену, для того, как вытрясти кишени тупорылых американцев, набитые краденым золотом. Мистер Жорет! О, мисс Бернар! Коли я правильно вас зразумела, вы ставите ультиматум. Альбо ён ад'язджае, альбо мы не працуем, так? Так. Ну, так вот. Жак Арестит Дамала, мой законный муж, а вы только, да справді, да кто вы такие, да я плевать хотела на вашу стому, да мне плевать на то, что вы, але кто-нибудь на кшталт вас будет про меня думать. Там. Жаком меня познаёмила моя сестра Жанна. У яго была самая роскошная, самая цудоўная барада, якую я толькі сустракала у сваім жыцці. У 30 гадоў усе грэкі, прыгожыя, праўда,
Жак, Жак. Мадам, Жак. мадам. Не треба так мяне называть. Гэта мяне стараць. Полюбовнику гэтага рабіць нельга, а тым больш мужу. Жак, а чему вы так глядите на меня? Про что вы думаете? Жак. Ну, поглядите, подойдите до меня ближе, поглядите. Я прошу вас, угледьтесь. Колькі мне гадоў, як вы думаете? Ну, смелей, ну, шчыра, Жак, колькі, ну, смелей. Я прошу вас, Жак. Я зараз вам дапамагу. При Шекспире я яшчэ не жила. Ну, смелей, Жак. 75. Ну, что вы, я спросила у вас серьезно. Серьезно? Ага. 30. Не, навошта так промешать. Мне, видите, мне 38. Ось так, 38, что зробишь? Але массаж, тренаж, я заўсёды павінна быць у форме, правда? Я павінна быць у форме, правда? Жак, подойдите. Ближе, обнимите меня, Жак, я прошу вас. Ну, мощней. Жак. Мадам. Жак, я прошу вас, успомните те слова, какие вы мне говорили у наш первый вечер. Мадам. Я прошу вас. Я прошу. Я пету, мадам. Пету. Может, вернемся в дом, мадам? Я думаю, варто вернуться. Вось вы и вертайтесь. А вы застанетесь тут одна? Так, я застанусь тут одна. И мне будет вельми добро. Мне заўсёды вельми добро, коли я одна. Идите, Пету. Идите, покиньте парасон. Навошта, мадам? Идиот. А солнце? Солнце заходзіць, мадам. Ужо зусім цёмна. Дивак. Месяц зараз таксама. Вельми безлітасний. Ви яшчэ тут, Пету? Где, мадам? Меня нема. Боже мой. Я заўсёды думала, что я помру молодой, и что моя душа узовьется высоко до зяючых зорок. Я не ведала тады яшчэ, что зорки не бессмяротныя. Значит, я повинна працаваць. Так. А мне необходно рабіць гэтую работу. Мне необходно рабіць яе кожны день. 1873 год. Вышла книга мадам Коломбье «Распустное жыццё» Сары Бернар. Проклятая, нягодная жанчына. Я вучыла яе, займалася з раніцы до вечера. Я хотела зрабіць з яе артыстку, а яна, што ж яна піша? Чароўная Сара Бернар, у звычайным жыцці дрэнна выхаваная шалапутная істота, бутафорская богиня, талент якой будзе забыты, як толькі яна сыграе свой апошні спектакль. Проклятая Коломбье. Нічога. Я тады повеселилась. Я
я схватила стек. Подарунок маршала Франции. Залетела в дом до этой стервы и залепила ее несколько соковитых оплявух, а потом стеком по спине, да так, что она рванула от меня усіми 4 ногами, одразу як молодая кобыла. Але, безумовно, гэты эпизод кинул на мяне натоўп газетчиков. О, их пытание. Мадемуазель, скажите, это правда, что вы звычайно спите в труне голая и не одна? Правда, молодой человек. Мадам, вашего мужа арестовали, его обвинавашивают у перевозца наркотиков. У зґвалтаванні перевозца наркотиков, прокомментируйте это. Правда, молодой человек. Мадемуазель, кажется, что в вашем доме живе сапраўдны тигр. Яны рвали мяне на частки, як зграя голодных собак. И вось, калі ласка, на небе ніводнай зорки, усе потухли. Не, яны не потухли, яны просто покинули гэтую сумную зямлю, и разом з імі адышло покрыўджанае свяціла. Не, яно не адышло. Скажи, ласка, 1891 год. Сара-Бернар, принятая ее великостью королевой Англии Виктории. До этого часу королева Англии не приймала никого з людей театра. И она померла. Давно померла. Все померли. 1899 год. Смерть Жака де Мала. Так, Жак. Вы лежали в душном покое на Рю-Антик, а на подлозе валялись ампулы з-пад морфії и кокаина. Вы глядели на мяне, усмехались, и вы сказали: Сара, рэчаіснасці трэба глядзець просто ў вочы без страху. Апошняя свечка потухла, а я ўсё помню, як быццам бы гэта было учора. Як быццам. Яна яшчэ сидела. Слухайте вы, безмозглая кобылица. Уже 5 годин раницы я загадываю вам отправляться у конюшню. Спать, кабас, черт взял. Спать, уже час. Спать. Что с вами, Пету? Я протягиваю гульню. Я разумею, мисс, что вы, безумовно, самое прилавное, самое чаровное створение, какое можно сустрэць на этой трам-тарарам-там-там земли. Але тое, что находится побач з вами, гэты волосатая, гэты кривонога с греческим профилем. Что с вами? Выродок трам-тарарам. Что с вами, Пету? У вас есть отказность перед публикой. А вы тратите себе на гэтага маньяка, на гэтага шалохвоста, во! Змоўкніце зараз же. Я вам вельмі удзячна, Пету, за ўсё тое, што вы стараетеся для мяне зрабіць, але я не маленькая дзяўчынка, якую можна супакоіць цукеркай. Наогул не трэба мяне супакоіваць і не трэба падлізвацца да мяне ні ад свайго імя, ні ад імя містера Жорета. Я хутка памру, вельмі хутка. Гэта немагчыма. Мужчыны ніколі нічога не разумеюць. Ім толькі адно: есці, піць, спаць, кахаць і ўсё, без усялякага аналізу, дзеля чаго, навошта. А
у жанчын ёсць беспамылковы інстынкт, беспамылковае прачуванне перамены лёсу, я хутка памру. Это немагчыма, вы абяцалі вашим внукам жыць до 103 гадоў. Ой, вы ведаеце, што я ніколі не стрымлівала сваіх абяцанняў. Мадам, трэба ісці у дом. Ну што вы? Не, Пету, зараз жа прынясіце мою коробку з грымам і пензелік, і пудру, і аловак. Я ў такім выглядзе не магу з'явіцца перад У 5 гадзін раніцы. Я не Ды магу. хто вас убачыць у такі час? Ён вогненны шар. Ён зараз пакідае Японію і хутка прыйдзе сюды да нас і будзе зноў нас папяляць. Я пойду разбужу все Марыса. Стоп. Никуда вы не пойдете. Наогул покиньте моего сына у спокое. До речи, скажите, вы не ведаете, яны зловили лангустов? Не, мадам. Я так и думала. Я так и думала. Яны просто боялись сорваться. Яны не там ловить. Их треба ловить под скалами. У теплой воде. Это только я одна ведаю сапраўднае место и ведаю, где спуск. А что это вы глядите на меня, як идиот? Я ж просила вас что-нибудь мне принести. Что, мадам? Як что? Вы вельми добро ведаете, что я просила. Что я просила? Я зараз вам скажу. Я просила. Я убачу. Вот вы принесите сюда, я убачу и одразу вспомню. Ваш обовязок мне допомагать, ясно? Ясно. Ничего не ясно. Какая ночь, боже мой. Але и она кончается, и треба поспеть прожить ее хотя бы во вспоминах. Триумф, незвычайный спектакль. Великая Сара Бернар кидае выклик Англии. Боже мой. А что? Это сапраўды был выклик. Яны думали, что у меня не копит смелости, а у меня хапила. И я сыграла гэты шедевр Шекспира у присутности всяго королевского двора. Это был мой Гамлет. Пытание быть, альбо не быть, что лепей, что разумней, альбо терпеть удары камені, стрелы яростного лёсу, альбо узброиться на море крылт и знищить их змаганием, смерть и сон одно и то ж, и боли, крылды, и тысячи покут, что человеку даны природой удар, таки конец принял бы с радостью смерть, сон, заснуть и марить. Так, сапраўды, это был трыумф, это был великий трыумф, и только Бернард Шоу смог дозволить себе з'едлівыя жартачки у мой бок, калі ён Шоу, Джордж Бернард, ён особа. Это 1905 год. Сара Бернар играет тоску, сарду, апошняя сцена. Прэч, фортуна здрадница. Не стану я терпеть образы. О, боги, как у вас была
Хоть кропля спагады до бедной тоски, дык с вошей небесных ясных полились об слезы, и вы не вытерпели б, живая я, не дамся вам у руки. Я не ведаю, кольки разов я играла эту роль, не ведаю, может быть, 200 разов, 300, это не важно. Я каждый раз кидалась из высокой вежи замка Сан-Анжело у бурливый Тибра, там, за кулисами, я падала на белизный толстый матрац. И в этот раз я кинулась с высокой вежи замка Сан-Анжело, пролетела 3 метра. Подлога. Жесткие доски подлоги. Матраца не было. Забыли покласть. Боже мой, який нестерпный бой. Боже мой. Я не помню, кольки разов я выходила на поклоны. Верталась, усміхалася і знову виходила, усміхалася, дякувала. І знову, а потім 10 годов запар. Массажи, уколы, согревание, замороживание, боль. И спектакли, Доктор, скажите, я повинна это ведать. Быть альбо не быть. Ампутация. Коли чим худший, тим лепш. Увага! Леди и джентльмены, мадам, мсье, поважанная публика, я клоун, я великий клоун. Пытание быть, что лепить, что разумней. Гіза на той фотографії. Його не нашого тату, його не було вже тоді в живих. Преш. А фортуна, здиратися не стану я терпеть образи. Бертольд Брехт каже, чоловік есть чоловік ман, істма. Езоп, Ксан ніколи не дасть тобі свободи. Ніколи. Поцелуй меня, люби меня, отпомсти ему, притули меня до своего сердца, Эзоп. Мадам, ну что вы так? Мадам, вам же шкодно хвалеваться, ну что вы... А я хочу хваляваться. Я знарок придумываю гэтые идиотские спектакли, каб хутчэй ляцеў час. Я чапляюся за іх зубами, кептюрами, тому что реального жыцця ўжо няма, тому что наперадзе ёсць толькі чаканне
спокою. А мне не потребны гэты спокой. Я хочу хвалявацца. Я хочу хваляваць. Я хочу, каб мяне разумели, а меня никто не разумее. Нават вы, Пету, нават вы мяне. Мадам, ночь кончается. Вот бачите, вы не слухаете меня. Ну что ж вы правильно робите, что вы меня не слухаете. Примусьте меня змолкнуть. Заткните мне рот. Назавсёды. Заткните и проваливайте. Зараз же я вас не просила сюда. Зараз же я прошу. Я не хочу вас бачить. Все. Прячь. Я не хочу. Поважанная публика. Поважанная публика. Я клоун. Я великий клоун. Пету. Ой, ну нарешті. Ось так поправить надо. Заснула. Ой, не. Что здесь? Я думал... Пету, это вы? Я думал... Вы думали. Я ведаю, про что вы думали. Пету, як долго я тут валялася. Я не повинен был покидать вас ни на хвилину. Я ж отказываю за вас, мадам. Что? За меня теперь никто не отказывает. Я сама отказываюсь за себя. Дайте руку. Пету, это просто чудовно. Я чула ваш голос. Я адчувала, як ви докранаєтеся до майго твару, але гэта было давно, як быццам бы мяне ніколі і не было. А потым я стала вяртацца. Боже мой, якая прыемная дорога. Гэта футра мяне саграе. Ведаеце, Пету, я сама забіла яго. Гэты страшэнны звер ішоў на мяне. Яго доўгія валасатыя рукі матляліся амаль до зямлі. Яны жудасныя гэтыя, чалавекападобныя. Я націснула на курок, і ён зарог, але працягваў наступаць. Я націснула другі раз, і ён паваліўся. Але яго вочы, Пету, у іх быў спалох. Мы не зразумелі адно аднаго.
просто не зразумелі. Я отслужила молебен. Я пойду покличу доктора. Стоп. Мадам. Почекайте эту хвилинку, Пету. Ой, я хотела... Я повинна сказать. Я увесь увага. Не. Я повинна сказать... Не вам. Во всем свете есть только одиная особа, якая мяне зразумее. Я б хотела поговорить с ним. И, мадам. Гэтая особа. Оскар Уайльд! Уайльд помер! Он же помер, мадам! Так. Оскар Уайльд помер, давно помер. Але апошні раз мы з ім сустракаліся на березе міжземнага мора. Сюр на пляж, Медитераны! Ён сядзеў вось там сядзеў стары хворы, ён глядзеў на хвалі. Ён ніяк не мог поверить гэтаму шчасцю, што мы з ім тут сустрэліся на березе міжземнага. Оскар, вы чырвоны, як рак. Скажите, колькі ж вы сядзіце тут, без капелюша, Оскар? Давно, дорогая, давно. А где ж яшчэ мне сидеть? У нумары там тихо и пусто, я гэтага терпеть не могу. У бары там хоть и размаўляюць, але варта прыйсці мне туды, як усе пераходзяць на гучны шэпт. Яны пляткараць пра мяне, агідна. Ось на кухні. На кухні я атрымліваю задавальнение. Не, я там не ем. Я гляжу, як кухар спрытно вымае з вады лангустаў. У іх няма нервовай сістэмы, Сара, так кажуць. І яшчэ кажуць, што калі іх забіваюць, яны крычаць. Іх дзіўны крык падобны на смех, здзеклівы смех. Ніхто его не чуў, але ходзяць чуткі. Смех перед смерцю. Гэта дзіўна, Боже мой. Оскар, скажите, а вы помните 19-е стагоддзе, Боже мой, якія люди были особы индивидуальности, таленовитые, веселые, разумные, розные. Виктор Гюго, Байрон, Наполеон, Гарибальди. Их няма. Яны все померли. Боже мой, Оскар, мы с вами апошние романтики на гэтай зямлі. А зараз, Боже мой, што робіцца зараз? Яны носяцца як вар'яты, змучаныя, стомленыя, яны марнуюць сваё жыццё на пошукі нейкага агульнага рашэння, а самі все такія розныя, і тое, што задавальняе адных, не задавальняе другіх, і яны б'юцца, яны забіваюць
одного, не. Мы были іншими, и свет был іншим. И он, правда, не был идеальным. И он и не мог быть идеальным, хотя потому, что у им жили мы. Але ён быў загадкавы, фантастычны. А зараз яны вельмі много ведаюць. Напрыклад, яны ведаюць, што сонца не бессмяротнае, што яно само сябе спальвае паступова. Гэтыя веды душаць. Пету! Пету! Так, мадам. Солнце! Солнце! Вертается. Згодны, мадам. Згодны. Боже мой, я отчуваю пах мора. Ночью, видать, был моцный шторм. Ах, як яно пахнет. Эй! Эй, светило! Про что ты думаешь? Ты приходишь день за днем, месяц за месяцем, год за годом, як машина без души. Ты ведаешь, что ты коли-нибудь потухнешь, але это тебе не хвалюе великое святило, тому что ты безотказная, ты про нас не думаешь. Вы записываете это, Пету? Это, ну, кто про солнце? Вы хотите, чтобы люди подумали, что вы зварьетели? Я не звар'ятела. Не. Дякуй, Боже, я не звар'ятела. Все, значит так. У левой шуфлядцы моего секретара лежит пьеса молодого автора. И он прислал мне яе давно, яшчэ минулой зимой, але я не думала, что мне хопит часу, каб сыграть эту роль. Значит, знайдите эту рукопись и напишите автору, каб ён змяніў узрост героини, потому что я играть не буду. Але, мадам, вы не злуйтесь, калі ласка, я помню эту пьесу. Калі зрабіць героиню старейшей, сгубится основная думка, там же все развалится. Мы с вами говорили про это, на жаль, яе нельга рабіць старейшей, мадам. А я хочу, каб ён зрабіў яе молодейший. Вот так. О, мадам. Молодейший. Треба жить, а не чакать смерти. О, мадам. «Смех лангусты» паводле п'есы Джона Маррела. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька, кампазітар Владзімір Кур'ян. У ролі Сары Бернар народная артыстка Рэспублікі Зінаіда Браварская, у ролі яе сакратара народны артыст Рэспублікі Беларусь Віктар Лебедзеў, рэжысёр радыёверсіі спектакля заслужаны артыст Рэспублікі Ігар Лапцінскі, рэдактар Анатоль Кудласевіч. Запіс 1996 года.